Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем обсуждать тему духовной деструкции. Эта тема поднималась сегодня на круглом столе, который проходил в Национальной библиотеке. Вот и Гаил Львович там побывал, и мы дадим ему слово, чтобы он более подробно рассказал. Ну, это общая наша постоянная тема, как я называю, наш консервативный аналитический клуб. Духовной деструкции и противостояния ей. В рамках рождественских чтений действительно был круглый стол сегодня в Национальной библиотеке, посвященный теме, задана она была на таком фанфарном оптимизме: многодетная, здоровая семья, основа безопасности союзного государства. Но, понятно, реальность, которая стоит за этим, она далека от фанфар. Очень впечатляющим было выступление товарища Инны Николаевны Янбулатовой, которая является экспертом аналитического управления Патриаршей комиссии по семье в Москве, при Московской патриархии, которая очень четко определила все существующие пробелы в белорусском законодательстве, которые в упор чиновники у нас не видят. Неким божьим промыслом и, так сказать, какой-то иронией было то, что вот рядом с ней как раз сидел чиновник, который занимал у нас пост одного из заместителей администрации. Сейчас он на некой должности в союзном государстве. Конечно, надо было видеть его скорбно-каменное лицо, когда он это слушал. Вот он лично был подписан под отпиской в ответ на петицию 7000 граждан инициировать закон о запрете гомопропаганды в республике, что пробельность законодательства у нас не установлена. Было в 2018 году на волне протестов гражданского патриотического общества против закона о семейном насилии, которые тянули и лоббировали все, кому не лень, и, собственно, лишь наш батька, глава государства, уже просто своим веским словом 5 октября 2018 года в своем выступлении на войсковом полигоне в Ивацевичах прекратил эту вакханалию. Мало кто не зашкварился в лоббировании этого закона. Председатель Верховного суда белорусского товарищ Сукало сказал, что закон этот излишен, чрезмерен и, в общем, что его не надо. Он это сказал еще в августе. И вот тогда патриотические активисты заодно собрали 7000 подписей, которые тогда отклонили. Надо сказать, что затем в 2019-2020 году было собрано 52 тысячи подписей, поданные в администрацию. С администрации они были перенаправлены якобы в Совмин и, в общем, похоронены, и тоже никакого результата не возымело. А с этим чиновником тогда лично разговаривал директор организации «Открытые сердца» и спросил про ту петицию первую. До сведения президента вы ее довели? И тот совершенно спокойно ответствовал: нет, президенту мы не показывали, чтобы его не ставить в неловкое положение. Очень интересно. Так поступили из петиции 7000 и 52. Возвращаясь к Инне Николаевне Янбулатовой. Она подняла вопрос об усыновлении детей. В России приняты очень хорошие законы, что нельзя передавать детей на усыновление в страны коллективного содома, там, где существуют античеловеческие законы о смене пола, об однополых так называемых браках. Вот. И сказала, что, собственно, две страны-сестры в рамках союзного государства, и, собственно, как поступать с Беларусью. С одной стороны, нельзя запретить усыновление в Беларуси, с другой стороны, Беларусь может быть, как она сказала, перевалочным пунктом для тех стран. И кроме того, в самой Беларуси вообще смена пола полный вперед. Речь не идет ни о каком запрете, а вообще, так сказать, это медицинская услуга, обращайся и обслужим. Поднял вопрос, естественно, о деструктивной пропаганде.
и прозвучало именно из ее уст то, что мы, собственно, все время говорим. Да? Ну, сегодня, собственно, Россия молодцы, приняли 10 лет назад еще, по-моему, больше 10 лет назад, да, перед Олимпиадой в Сочи. Не постеснялись и приняли закон о запрете гомопропаганды. Он сказал, что вообще должна быть запрещена, конечно, любая деструктивная значит, деятельность, ну, собственно, как мы понимаем, информационной войны, гибридной войны, да, как мы это называем. Что необходим комплексный закон о противодействии деструктивной информации в республике. Да, он включает все. Половые извращения, child-free, дефамация института семьи, квакдроберство, люди-животные. Просто разработать. А уж юристов у нас в республике хватает. Юрист на юристе. Дальше обсуждались вопросы защиты жизни семьи. Была одна женщина очень такая яркая, приятно было видеть. Многодетная мать, реально многодетная, не только юридически, 5 детей. Она подняла вопросы детофобской настроенности общества в отношении многодетных матерей. Подняла вопросы, надо было видеть, там был не один тот чиновник, был еще несколько мужчин-чиновников. Надо было видеть скорбные, кислые, каменные лица, с которыми они внимали этой, значит, такой яркой, энергичной женщинке, которая это все описывала во всех, значит, красотах, да. Как говорят, что вот работодатели говорят, не рожай, как приходит женщина, вставился на работу, ее не берут. Или как женщина, которая работает, она ребенка не рожает, чтобы не потерять работу. Со стороны сотрудников к многодетной матери, которая пользуется этими мизерными какими-то там льготами на какой-то отпускной день, какой-то там больничный по уходу за ребенком, типа, а ты, мол, не работаешь, да? То есть у людей отсутствует вообще сознание того, что, собственно, наиважнейшая работа, приведены были цифры страшного демографического обвала в республике, конечно, последние годы. Вот. Это не то, что что-то произошло. Число рождений – это функция числа женщин детородного возраста, но не только. И готовности их рожать. Приведены данные были страшные. Возраст рождения первого ребенка в Минске это 31 год, по республике 29 лет. Возраст вступления в брак, соответственно, значит, на год раньше. То есть, знаете, допустим, я во внутренних войсках служил, был в кадрах, и мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-то сказал хотя бы кривое слово женщине, которая вот уходила в декрет, или все, это хорошо, вперед, декретный отпуск. Да, если раньше возвращались, пожалуйста, место сохранено, но вот чтобы кто-то где-то когда-то сказал, я такого не слышал. так вы говорите про прошлое поколение. Ну нет, ну я вот 5 лет назад уволился. Вот. Ну, вообще, как бы, войсковцы и силовые структуры наши, да, хранит их Всевышний. Это, как бы, конечно, островки здравомыслия и, собственно, человеческих ценностей у нас в обществе. И она подняла вопрос того, что, значит, после вторых родов предлагают женщинам повсеместно перевязать трубы вообще. Вот как подходит. И, значит, сидела там чиновница от Минскомздрава, значит, по гинекологической части, и она ей говорит, не наезжайте на здравоохранение. Ну, а что значит наезжать? Это же реальность, то есть вы что, одной рукой вы за демографию, другой рукой вы перевязываете трубы, и, значит, вот, не надо поминать эту руку, когда мы сейчас фанфарим, значит, тут за фанфарой, да, это значит не наезжайте. То есть понятно, что тут работа непочатый край, и выкорчевывать детофобские настроения в системе здравоохранения, в системе чиновничества, в системе соцобеспечения. Это задача, которой надо браться за нее реально как за идеологическую задачу. Потому что насаждена она чем? Насаждена она инофондами. Да, и помянула, естественно, Инна Николаевна, да хранит ее Всевышний. В Беларуси нет вообще закона об инагентах. То есть гуляй, Вася. Гуляй, Вася. А инагенты это кто? Все вот эти фонды ООН, они все-то и есть инагенты, да? Россия, ну мы с ней долго обсуждали потом этот вопрос. Я говорю, что, конечно, Россия
обязана Белоруссии, так сказать, всем хорошим, потому что именно Беларусь в 1994 году сказала нет вестернизации. А России долго заняло развернуться. Но, как говорят, русские долго запрягают, но потом уже едут. И быстро едут. И, собственно, сейчас законодательная база, конечно, для противодействия деструкции в России, в общем-то, уже скомплектована очень-очень солидно. Остается, к сожалению, разрешение мужеложества. Детей 16 лет, это все еще в России остается. Не поднят возраст У согласия. нас же тоже, по-моему, такое. У нас, да, тут речи нету, это вообще как бы святая святых. Попробуй заговорить вот с таким, со скорбным каменным лицом, попробуй сказать, что надо поднять возраст согласия на мужеложество до 18 лет. Начнет махать сразу всем, чем можно махать. И она рассказывала подробно, как в России все-таки в условиях легальности абортов борются за сохранение беременности реально. Так, ну, а у нас, значит, вот эти бравурные рассказы про, значит, там, консультации и все это самое, и сколько там отговорили или отговорили, и понятно, что это, в общем-то, чковтирайся по большому счету, да, как бы. Женщина-то несчастная, которую гонит, значит, родня и работодатели, соцработницы на аборт, она вообще бы была рада, чтобы ее кто-то отговорил, да. И, в общем-то, те, кто заявляют, что идут на аборт, а потом говорят, что меня отговорили, фактически она хотела, чтобы ее кто-то отговорил. Нет, знаете, Реально тут нету спасения жизни в этих консультациях. я вот просто услышал разговор. Вот в метро есть объявление по сбору денег для лечения детей. Ну там вообще заоблачную сумму пишут, там лекарства миллионы долларов, лечение там тоже сотни тысяч или миллионы долларов Да. фигурируют. И вот одна женщина вот едет и так вот между собой разговаривает. Ну вот, а вдруг вот такого родишь, что потом делать? То есть по логике, вот когда мы Так никого не рожать, да. да, все так дело, вот, да. когда мы Ага, видим да. вот эти вот объявления, Да. это, во-первых, это детофобия, Да, рождение, да, да. и плюс это дискредитация нашей здравоохранения, что мы не можем сами вылечить этих детей, что мы должны собирать миллионы долларов на их лечение и отправлять за границу. Понимаете? То есть это вот Но на самом деле это вся общая картина. Например, все мы слышим, да, всегда идет вместе поминать. Казалось бы, там самые чудесные там акции, да, вот там о поддержке слабых слоев. Всегда у нас идет увязка, да, всегда идет у нас троица. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Или пенсионеры, семьи, воспитывающие детей инвалидов. Дети инвалидов это постоянно, значит, типа, как формулируются новости и бравурные сообщения белорусских медиа, если они будут более позитивно представлять детей, и не будет эта увязка дети-инвалиды кругом звучать, так? И не будет увязка звучать пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Это же никто ничего не потеряет, можно формулировать иначе. А то, что оно формулируется так, это совершенно не случайно. Это десятки лет, что сидят в страновых комитетах при Минсоце, фонд юных ПА, при Минздраве, Всемирная организация здравоохранения, при Минобразе, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, никаких законов об инагентах, инагенты сидят сами. Вот пропололи вот эти многочисленные НГО, да, там сколько их было открыто, которые зашкварились в путчистской деятельности, в экстремистской. Но это как пропололи вершки сорняков. А мощный корень, он там, до него никто не добрался, никакой мотыгой. Просто вот так вот взяли, пообрезали то, что... А корень он там, это страновые комитеты, совершенно легальные. И их задача стратегическая, это сокращение населения. И они разрабатывают терминологию, они разрабатывают и семейную политику, они разрабатывают и детофобские установки, и вот эти вот рекламы «заплатил ли ты элементы».